С сегодняшнего дня на канале Абхазского телевидения мы возобновляем цикл передач под названием «Пациент». В ней мы будем поднимать актуальные вопросы, связанные с медициной в республике, в том числе и медицинское обслуживание населения, информировать о мероприятиях, которые проводит Минздрав, обсуждать взаимоотношения пациента и государства. И тема сегодняшней передачи – здоровье нации. Что включает в себя это понятие? Кто ответственен за формирование здорового образа жизни гражданина страны? О чем говорит статистика? Мы попытаемся ответить на эти вопросы. Люди – это главное богатство любого государства, поэтому приоритетным направлением в развитых странах являются улучшение уровня и качества жизни человека. Важнейшим составляющим этих аспектов является здоровье, а здоровье каждого человека в общем и есть здоровье нации. Здоровье нации – это очень объемное понятие. Оценивается оно в первую очередь уровнем продолжительности жизни. По стандартам ВОЗ это один из самых важных показателей. Чем выше средняя продолжительность жизни, тем успешнее считается государство. Так как же обстоят дела в Абхазии в этом вопросе? К сожалению, сейчас у нас по предварительным и итоговым результатам средняя продолжительность у нас составляет порядка 65 лет. К сожалению, на это влияет и высокая смертность. Да, относительно высокая смертность, в том числе молодежи на дорогах, естественно, в дорожно-транспортных происшествиях. Но комплекс мероприятий, который в этом плане проводится, я думаю, приведет к положительным результатам. В советское время Абхазия славилась своими долгожителями. В республику часто приезжали ученые, геронтологи из разных уголков мира. Выходили книги, в которых исследовался феномен абхазского долгожительства. Демографы подсчитали, что если в целом в СССР на 10 тысяч человек приходился один, достигший 100 лет, то в Абхазии насчитывалось как минимум 5. Исследователи сходились во мнении, что долголетию абхазских старцев способствовали рацион питания, спокойная размеренная сельская жизнь, физическая активность, забота и уважение, которыми они были окружены в семье и обществе. Сегодня картина иная. По данным Министерства труда республики, в 2017 году в стране насчитывалось всего 919 долгожителей. Таковыми считаются люди, достигшие 90-летнего возраста. Основная задача у компетентных структур нашего государства на сегодняшний день – сделать так, чтобы средняя продолжительность жизни не останавливалась хотя бы на отметке в 65 лет. Тройка лидеров диагнозов со смертельным исходом уже много лет, к сожалению, первенство держат такие заболевания, как сердечно-сосудистые, это первое. Второе – это травмы. И третье – это онкологические заболевания. Что касается смертности, это, естественно, и материнская, и младенческая смертность. Да? Чем ниже, тем, социальный уровень лучше в этой стране. Обеспечивается это целым комплексом мер, в первую очередь со стороны государства. Это касается и профилактики здоровья, лечения пациентов. Желательно сейчас очень популярно, и все стремятся к малоинвазивным и органосохраняющим вмешательствам. И, конечно же, реабилитация. Из этих трех основных понятий. Но это ничего не будет стоить, если сам человек не будет переживать и беспокоиться о своем здоровье. Так кто же несет ответственность за здоровье нации? Эксперты говорят, что состояние здоровья человека зависит в первую очередь от него самого, от его образа жизни. Важное значение имеет питание. Оно должно быть экологически чистым, разнообразным и сбалансированным. Современный человек в силу избытка различных продуктов, когда очень сложно сделать выбор между экологически чистыми и промышленными продуктами, должен все-таки акцент быть на сбалансированном питании. То есть говорить, что нельзя есть что-то из магазина,
Да, современному человеку это не скажешь, потому что это нереально исполнить. Правильное питание можно представить в виде пирамиды, да, из различных продуктов, где у основания более полезные продукты, к вершине мы отнесем по мере убывания их полезности. То есть если процент хороших, качественных продуктов преобладает, то это уже формирует и укрепляет здоровье. Это профилактика избыточного веса, которая является проблемой 21 века, да, это эпидемия 21 века. И формирование здорового питания нужно на самом деле начинать с младенчества. Это тоже грудное вскармливание, которое в перспективе благотворно влияет на развитие и предупреждает, снижает риски ожирения у детей в более взрослом состоянии. Акцент сделать нужно на снижении употребления сахара, соли и насыщенные жиры. Это все, опять же, жиры промышленной переработки. Снижение сахара и соли в перспективе играет огромную роль в предупреждении этих заболеваний различных, таких как инсульт, инфаркт, сахарный диабет, опять же повторюсь. Поэтому это все очень важно, себя ограничивать, полностью исключать мы об этом не говорим, потому что нужен баланс во всем, во всех элементах, которые мы употребляем, но снижать их обязательно, контролировать это все и у детей, и у подростков. В частности, это имеет большое значение в перспективе для здоровья нашей нации. Развитие физической культуры и спорта должно стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Человеку необходимо больше двигаться, возможно, специально заниматься в спортзале. Недопустимо употребление табака, алкоголя, наркотиков, которые разрушают здоровье. Согласно статистическим данным, здоровье на 50% зависит от образа жизни, на 20% от генетического фактора, на 10% от работы системы здравоохранения и на 20% от состояния окружающей среды. Исключаем вредные привычки, то есть не пьем, не курим, по возможности контролируем свое тело, то есть небрежно сидеть нельзя, небрежно стоять нежелательно. Не всегда беговые прогулки, они хороши. Лучше их сменить на хорошую интенсивную прогулку. И если у нас есть болевые ощущения в суставах, то, естественно, есть определенные рекомендации. Я являюсь специалистом по адаптивной физической культуре. И в наш зал обращаются люди со спинномозговыми травмами, черепно-мозговыми, инсульт, ДЦП. Но это уже как бы патологическая стадия. А есть функциональные нарушения. То есть боль, что приводит людей? Возникновение боли. И если своевременно обратиться, то в залах можно эти все вопросы решить. То есть 3 уровня боли. Там острая, скажем, хроническая и патологическая. На фоне острой фазы это может быть обусловлено костно-мышечным дисбалансом. Хроническая фаза может быть обусловлена иррадирующими дистальными болями. А вот у патологической это уже нейрогенная хромота, когда человек вынужден. Но вот если он себя, допустим, доведет до 3-й фазы и придет к нам реабилитологам восстанавливаться, то без помощи уже и вмешательств нейрохирурга не обходится. Поэтому все обращения должны быть своевременны. Уважаемые граждане, следите за своим образом жизни, занимайтесь спортом, бросайте вредные привычки, приобщайте своих детей к спорту. И тогда нация будет здоровой. В понятие «здоровый образ жизни» входит также высокая медицинская активность. Это прежде всего профилактические меры. Что предлагает в этом направлении современная медицина, чтобы предотвратить развитие заболевания? У многих складывается такое мнение, что профилактика – это исключительно вакцинация. На самом деле это далеко не так. Профилактическая медицина – это сложные трехуровневые процессы. Первичная профилактика состоит из 2 важных понятий – специфическая защита и мероприятия, связанные с поддержанием общего иммунитета человека. И это, конечно, вакцинация. Все страны мира имеют утвержденные календари прививок, с помощью которых защищают своих граждан от таких заболеваний, возбудителей, как туберкулез, вирусный гепатит Б, корь, краснуха, паротит, столбняк, полиомиелит, приводящий к детским параличам, и ряд других возбудителей,
которые чаще всего могут привести к инвалидизации пациента, а порой даже к летальному исходу. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, мы знаем, что ежегодно от 2 до 3 миллионов пациентов спасают свои жизни благодаря вакцинопрофилактике. Согласитесь, это не маленькая цифра. Поэтому значит, именно иммунопрофилактика, она занимает особое место в здравоохранении и помогает любому государству и здравоохранению этого государства спасти свое население от вот таких злостных возбудителей. Часть вакцинных препаратов позволяет создать иммунитет практически на всю жизнь, но часть вакцинных препаратов нужно вводить с периодичностью, такие как, скажем, дифтерия, столбняк, тот же гепатит Б. Считается, что раз в 10 лет где-то нужно проверять иммунитет и ревакцинировать. Поэтому от таких заболеваний, от которых можно 100% себя защитить, безусловно, нужно вакцинироваться. И мы к этому людей призываем. Хотя, вы знаете, есть у части населения такие выраженные и антивакцинальные настроения. Помимо иммунизации в первичную профилактику также входит и обследование, раннее обследование с помощью таких достаточно специфичных новых генетических маркеров. Вы знаете, что каждая семья — носитель определенного генетического груза. И своевременное понимание того, какую предрасположенность тот или иной человек имеет к тому или иному заболеванию, и начало ранней профилактики этого заболевания чаще всего позволяет не заболеть этому человеку вообще. И наоборот, человек, не имеющий генетической предрасположенности, но ведущий неправильный образ жизни, может спровоцировать это заболевание. То есть от того, это лишний раз говорит о том, насколько роль самого человека важна, будет он болеть этим заболеванием или нет. Например, гипертония. Да, это уже предвестник того, что это все может перерасти в одно из сердечно-сосудистых заболеваний. И купирование этой проблемы на уровне гипертонической болезни поможет человеку не заболеть. Вот как это работает. В случае с тем же, мы говорили, гепатитом Б, вакцинация практически в 100% случаев не позволит человеку заразиться и заболеть вирусным гепатитом Б. Здесь нет генетической предрасположенности, другая история, да? А здесь есть предрасположенность, но осознание и ранняя профилактика позволяют человеку не заболеть. Это очень важно. Что касается вторичной профилактики, здесь уже речь идет о ранней диагностике заболевания. В ряде случаев пациенты не подозревают, что он болен, так как отсутствует симптоматика. Одним из таких коварных заболеваний является вирусный гепатит С. Человек лет 20 может жить с этим вирусом и не подозревать об этом. Не зря ученые прозвали его «ласковый убийца». Поэтому так важно время от времени проходить профилактические мероприятия. Если люди, пациенты для себя определяют, что они, особенно те, которые находятся в группе риска, профилактически будут хотя бы раз в год обследовать себя по определенному спектру исследований, и что позволит им своевременно выявлять определенные заболевания или маркеры, или предвестники этих заболеваний, как в случае с вирусным гепатитом С, то это позволит на ранней стадии начала заболевания предупредить все возможные последствия. То есть если тот же вирусный гепатит С будет своевременно выявлен, начинается специфическое лечение, и это не приведет к циррозу печени, это не приведет к гепатоцеллюлярной карциноме, то есть это не приведет к инвалидизации или к смерти пациента. Да? Дорогого стоит, согласитесь. Третий уровень профилактики – это когда человек уже заболел, и медицина все меры направляет на психологическую, социальную и физическую помощь, чтобы заболевание не привело к инвалидности. Но лучше не доводить ситуацию до такого состояния. В период нашей последней диспансеризации была выявлена онкология у 2 молодых женщин на ранней стадии. Да? И тем самым это помогло, в принципе, практически предвосхитить это заболевание и не дать развиться онкологическому процессу у 2 этих женщин. Вот как раз-таки вторичная профилактика и подразумевает раннюю диагностику,
выявления этого заболевания, да, и нет еще никаких симптомов. И лечение специфическое для того, чтобы не допустить развития заболевания. То есть ранняя диагностика помогает выявить и своевременно лечить. И это дорогого стоит. Высокий темп современной жизни, экологические проблемы, хронические стрессы и несоблюдение здорового образа жизни провоцируют возникновение ряда заболеваний, которых можно было бы избежать. К сожалению, здоровье не является приоритетом для подавляющего большинства людей. Они пренебрегают профилактической медициной. Зачастую о здоровье вспоминают, когда оно уже утрачено. Мы провели мини-опрос на улицах Сухума и узнали, прибегают ли люди к профилактике своего здоровья. Вы в виде профилактики обращаетесь к врачу? У меня лейкоз. Я на учете стою в онкологическом. Я только когда болит что-то. А почему? Я, например, боюсь. Ну, лучше же на ранней стадии все обнаружить. Ну, я не считаю так. Потом меня будут мучить, лечить и так далее. Я боюсь. Если у меня еще обнаружат опухоль какую-нибудь, я просто сойду с ума. Скажите, пожалуйста, вы болели ковидом? Да, Как вы перенесли? средняя тяжесть. Вы обследуетесь у врачей, вы сдаете кровь? Именно то, что относится к ковиду, вот после ковидной нет. Там в связи с другими заболеваниями, да, конечно, проходим. Ну вот, есть такое правило, что к стоматологу нужно обращаться раз в полгода. Вы следуете этому правилу? Дети мои следуют. Мы, конечно, в связи со своей занятостью. Не всегда. Почему? Ну, потому что я сама хорошо понимаю все. Но анализы сдаю, конечно, периодически, конечно, сдаю анализы, надо, потому что ухудшение памяти идет, это 100%. И, естественно, надо смотреть. После ковида есть осложнения, все равно дают на органы. Ну, не у всех же есть возможности. Дорогие анализы, все равно. После ковида, чтобы сдавать анализы, минимальный анализ там на 2000-3000. Ну, какие-то последствия есть, куда-то там ударяет, там, допустим, на суставы, вот, там, у кого на сердце, как, поддерживать надо себя. Ну, конечно, последствия есть. От ковида есть, как говорится. В основном люди как бы стараются где-то что-то как-то самим, как говорится, своим способом. Но мне кажется, скорее всего, проблемы с деньгами. Ну, не знаю. А так ходить надо обязательно. Самолечение, я против этого. Советские времена. Болел ты, не болел, все равно шли, как говорится, на профилактику. Все равно осмотр был. А сейчас же этого нету. Ну, вы считаете это правильным? Я считаю, что это было правильным. Как сказать, ходишь вроде здоровый, вон это самое, а потом раз и понесли. Никто не застрахован. К сожалению, на сегодняшний день у нашего государства нет возможности провести полномасштабную диспансеризацию. Но время от времени локально Минздрав все же находит возможности для проведения профилактического осмотра населения. К примеру, Министерство здравоохранения поддержало идею врачей отделения сосудистой хирургии Центральной республиканской больницы, которые в неделю 2 раза выезжают в районы. Такая необходимость возникла потому, что в отделении очень часто стали поступать пациенты с запущенными тяжелыми формами заболевания, когда им уже сложно помочь. Цель выезда в район – активно выявлять пациентов с сердечно-сосудистыми недугами на ранней стадии. Очень много этих пациентов, скажем так, накопилось в районах, в селах. Многие люди даже не подозревают о том, что у них есть те или иные заболевания, которые могут привести к очень негативным и плачевным последствиям. Вот. И вот с этой целью, с целью дифференциальной диагностики, выезда в районы, мы выбрали для себя некий график и по, скажем так, личной инициативе начали постепенно приступать к реализации вот этих выездов в районы, отдаленные, в том числе
для, скажем так, активного выявления сосудистых больных и не только сосудистых больных. Более 3 месяцев врачи республиканской больницы выезжают в Ачимчирский и Гудаутский районы для осмотра жителей. По вторникам прием ведут в Ачимчирской больнице, а по четвергам в Гудаутской, причем совершенно бесплатно. У меня запущена была лет 20 тому назад. Я должна была сделать операцию, но испугалась так, тянула до декабря, 8 декабря 22 года. Сделали мне операцию, хорошие хирурги, сосудистые, приехали из Сухуми, Леонтьевич во главе Родиона Леонтьевича, с Канджари Алхасом. Прекрасно не сделали, я не жалуюсь, я довольна, что они мне сделали операцию. Все нормально, все хорошо, идет все по плану, никаких болей нету, никаких жалобы нету, хожу уже нормально. Врачи отделения сосудистой хирургии республиканской больницы пытаются выявить объективную картину, насколько сосудистые заболевания превалируют над другими и дифференцировать пациентов по степени помощи. Проект организован для жителей отдаленных местностей и у кого нет возможности для обследования. Таким образом, все желающие могут пройти бесплатный профилактический осмотр, но врачи просят уточнять информацию о приеме в районных больницах. Выезды в районы мы обсуждали в том числе на плановом совещании главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения, на котором были озвучены эти мероприятия, к которым мы приступили. Они были одобрены. Мы услышали только слова поддержки, что эту, скажем так, историю надо развивать. Дело нужное, особенно в нынешнее время. И мы, как говорится, без разбору смотрим пациентов вне зависимости от профильной патологии, потому что подчас попадаются пациенты смежных специальностей, которым мы, соответственно, направляем по профилю. Кроме того, совсем недавно началась диспансеризация школьников. Данный проект реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс при поддержке Министерства здравоохранения республики. Министр Эдуард Будба поддержал инициативу ВАК и оказал техническую поддержку, сформировав бригаду врачей. Конгресс решает организационные и финансовые вопросы проекта. Проверка началась 9 марта в селе Бедия Тхуарчальского района. В тот день врачи осмотрели 49 школьников. Там действительно были выявлены некоторые заболевания, о которых дети не знали. Были некоторые случаи, когда семьи знали о заболеваниях, но думали, что они с ними справляются. Некоторые анализы выявили необходимость корректировки лечения. И с нами был невролог, которая смотрела УЗИ, делала сосудов шеи, щитовидку. И по этому направлению тоже было выявлено много проблем. Проблемы с речевым развитием у детей младших классов. В целом, невролог дала такое заключение, что здоровье детей в младших классах гораздо хуже тех, кто учится в старших классах. То есть наша проблема в том, что у нас рождаются дети, которые начинают, и их все больше и больше во всем мире, не только в Абхазии, которые начинают говорить в 6, 7, 8 лет и говорить достаточно плохо, и с этим нужно работать. Все врачи, которые нас сопровождали, они были предоставлены Министерством здравоохранения. Это люди, которые работают в Абхазии уже много лет. С нами была офтальмолог Фатима Сангуля, которая, кстати, заключила, что у большинства детей есть проблемы со зрением и нужна некоторая корректировка. С нами был лор Лана Эшпа. Сейчас март, это вполне сезонно, но есть некоторые хронические заболевания, которые тоже требуют серьезного лечения. С нами был рентгенолог Аслан Берзения. Мы сделали флюорографию детям старших классов. В младших классах мы делали только если было какое-то показание, и врачи направляли. Но также мы могли делать рентген гайморовых пазух, головы. И были случаи, когда врачи, которые были на диспансеризации, направляли туда, на этот рентген детей. С нами была Альбина Худжава, она детский и взрослый невролог. С ней были 2 ее медсестры, которые в 2 руки делали кардиограммы и отправляли в Москву к врачам, с которыми Альбина сотрудничает, и которые, кстати, нам на безвозмездной основе сделали все кардиограммы всем детям. Альбина, в свою очередь, делала УЗИ шеи, сосудов шеи, щитовидку смотрела.
и давала свои заключения. В общем, после того, как все эти врачи осмотрят, главный доктор для детей — это педиатр. Все шли к педиатру Эсме Гуня, и Эсма уже вела такой серьезный осмотр, учитывая все, что сказали предыдущие врачи, и оставляла рекомендации. Мы это, естественно, все вносили, мы фиксировали все, что мы там обнаружили, куда мы направили, какое лечение кому назначили. То есть такая достаточно серьезная работа. Здоровый образ жизни – это не только спорт, питание и своевременный профилактический осмотр. Понятие гораздо шире и включает в себя такие аспекты, как полноценный отдых, активная жизненная позиция, удовлетворенность в работе и семье, физический и духовный комфорт, экономическая и материальная независимость, гармоничная атмосфера жизни. Конечно, в современном мире сложно все это сочетать, тем более в Абхазии с ее непростой экономической и политической ситуациями. Да и война, которая была 30 лет назад, отразилась на здоровье нации, и пандемия коронавируса не прошла бесследно. Но и тем не менее, каждый человек должен заботиться о здоровье, а государство должно создавать ему соответствующие условия. Порой пациенту кажется, что врач ему навязывает какие-то вещи, а это все, безусловно, на благо здоровья этого пациента. Потому что есть предвестники. Если врач их уже нащупал, он обязан дойти до конца, выявить проблему и лечить этого пациента. Но в ряде случаев пациент не возвращается. Не из-за доверия к этому доктору, а из-за халатности к своему здоровью, к сожалению. Да? А на первом месте должно быть здоровье человека и его здоровье, этого конкретного человека. В общем, этим нельзя игнорировать, но мы часто с этим сталкиваемся. По поводу того, что не хотят обследоваться, даже когда предлагается абсолютно бесплатное обследование в рамках предыдущей диспансеризации или каких-то других мероприятий, нам порой сложно пациентов уговорить на это обследование. И с этим мы неоднократно сталкивались. Значит, у нас есть еще большой пласт работы над сознанием пациентов и, возможно, большему доверию к медицине. Без индивидуальной заинтересованности невозможно создать здоровое общество со зрелым и ответственным отношением к здоровью. Только семья способна заложить фундамент индивидуального здоровья, а система здравоохранения республики по мере возможности проводит различного рода мероприятия. Понятно, что не все идеально в нашей системе здравоохранения, но поэтапное решение проблем дает результаты. Это и повышение квалификации сотрудников, и улучшение технической оснащенности лечебных учреждений, и создание различных программ для укрепления здоровья человека. Сама система, отношение к ней, по-разному, вы знаете, по-разному бывает, но в целом, я думаю, положительное. Мне хотелось бы на это надеяться, потому что, во всяком случае, отношение наших коллег-докторов в большей своей части, подчеркиваю, оно все-таки со стороны населения оценивается как положительное. Потому что и по своему опыту, и по опыту своих родных и близких я знаю все-таки, что у нас возможен этот процесс, когда врач относится персонифицированно к пациенту, то есть не как конвейер, а наш доктор, всегда знает, что мы живем в небольшом государстве, и, можно сказать, все друг друга знаем, поэтому отношение индивидуальное, оно возможно, и в большей части это происходит. В больших странах такого, конечно, встретишь редко, гораздо реже, и поэтому я считаю это очень важно. Другое дело, если это касается, допустим, каких-то технических вещей, а не профессионального либо морально-этического характера, то здесь, я думаю, наши доктора гораздо благосклоннее, гораздо лучше и более чутко относятся к пациенту, нежели где бы то ни было. Это мое, может быть, субъективное, но тем не менее мнение. Если бы у вас, допустим, был выбор поехать в Россию? Конечно, я бы с удовольствием, я хотела бы поехать в Германию или в Израиль, но у меня нет возможности. Здесь же вас лечат хорошо, делают все, что нужно. Здесь не все эти делается, не все процессы здесь не все делают. У меня
астма, тяжелая форма, и мне только здесь помогли. Вот в Абхазии, я и в России лежала, и все диагноз мне здесь поставили. Ну, в принципе, мы доверяем врачам, но так как на слуху все чаще ошибок местной медицины, конечно, доверие теряется. Вы думаете, за рубежом не бывает ошибок? Нет, бывают ошибки, но все чаще и чаще ставятся неправильные диагнозы, и врачи не уверены в себе, так как слышится, что они сами отправляют людей за границу. Уникальные врачи, честно говорю, не лукавю, вот правда. У нас есть и хорошие специалисты, и все. Просто, может, у них аппаратуры нету. То, что сделают здесь, и делают анализы, и вообще выезжаешь, когда то же самое. Ну, конечно, а кому не доверять, если как не местным? Первую помощь-то они нам оказывают, там, если есть возможность выехать куда-то. А если нет, то, естественно, наши врачи, не только нашим врачам. Кардиология, травматология, и бжё я не одну хару замя. И бжё лобис без сахнес что-то. И фижу штуку на инфаркт на ногах перенести салхан чузыки сиськи на боссе. Ничего вас никогда не беспокоило? Пока нет. Знаете, как-то опыта не было, с ними не сталкивался, я не могу сказать, доверяю, не доверяю. Это просто уникально. Мы нашли того единственного здорового человека, который никогда не обращался к врачам. Ну, не было до необходимости, не обращался. Желаем вам еще много-много здоровья. Всем тоже не жалко, пожалуйста, пусть радуется жизнь. Вся система, она должна оцениваться по соотношению доступность и качество. Еще раз, то есть медицинская помощь, она должна быть доступна и качественна. Самое главное, система здравоохранения, она должна отрегулировать вот этот баланс. Потому что если помощь будет доступна, но некачественная, это никого не устраивает. Если она будет качественная, но недоступная, тоже никого не устраивает. Поэтому перед нами стоит задача вот этот вот баланс соблюсти, в том числе и при помощи регулирования этого процесса на законодательном уровне путем внесения различных поправок, ну и подзаконных актов в том числе. Это очень важный момент, потому что у нас очень много работы в этом плане предполагается. И я думаю, путем внесения адекватных нормативных актов мы сможем вот этот баланс соблюсти. Только объединив усилия государства и человека, возможно существенно улучшить демографические показатели, оздоровить нацию. А здоровая нация, как известно, главный стратегический ресурс экономики государства. Периодически идти к врачу, когда ничего еще не беспокоит, это нормальное поведение человека, который заботится о том, чтобы оставаться здоровым как можно дольше. И помните, каждая жизнь ценна, и каждый человек нужен этому государству. Берегите себя, а я с вами прощаюсь.